Друзья, всем привет! Меня зовут Мадяр, я по-прежнему из Казахстана, а точнее из города Семей. У меня сегодня домашний мукбанг, значит, мамочка мне пожарила котлетки из говядины, за что ей огромное спасибо. Пюрешечку я сам приготовил. Пить буду лимонад Holiday. Так, дома что-то я хлеба не нашел. То ли нету, то ли, как говорится, я плохой сыщик. У меня были булочки. Кстати, пока не забыл, айт қабыл болсын. У нас сегодня третий день айта, получается, он последний день айта. То есть была ураза. Кто держал пост қабыл болсын, я уже об этом говорил, да? А сегодня у нас получается третий день. Или второй день. Третий день, да, айта. Так, ну что, давайте приступим. Значит, у меня тут котлетки, пюрешечка, овощи, хлеб. Если булочки вместо хлеба. Если хлебом не наемся булочками, то бауырсаки у меня есть. Давайте бауырсаки поедим чуток. Сейчас, короче, 5 часов вечера. Котлетки огонь. Огонь, огнище, огонек. Картошку брал недалеко от дома в магазине. Чуток сладит. Ну, вкусная. Я уже говорил, что в пюре я добавляю молоко и сливочное масло. Раньше я делал как мама. Жарил лук с маслом и туда вливал. Сейчас так не делаю, потому что так, мне кажется, вкуснее. В смысле, с маслом и с молоком. Угу. Здесь огромная тарелка. Кайф. Лимонад, обожаю лимонад. Не знаете даже, что нравится? Вот что мне опять с лицом, что-то отсвечивать, присвечивать все мои прыщи, ёптыгадык. Ладно, извините уж как есть. Лампы у меня нету здесь в городе, в Семске. Сижу у окна, снимаю. То ли поздно я начал снимать, то ли что, мне все, лицо какое-то нездоровое, короче. Так, что я рассказывал? Я рассказывал, что когда ешь, например, там бургеры, да, там шаурму, и когда запиваешь, например, какой-то газировкой, такое прям наслаждение, знаете, может, это какие-то химикаты, которые нас подсаживают. Не знаю. Котлеты огонь, ребят. Только что готовил пюрешечку и включил на ютубе Мурата Насырова. Да песня есть же. Я это ты это я, и никого не надо нам. Все, что сейчас есть у меня, я лишь тебе одной отдам. Да, спасибо. Спасибо. Не надо аплодисментов, не надо. Не надо! И вы знаете, вот, какой талантливый был человек, тут вот песни, да, я не знаю, писал он сам он или нет, да, вот это исполнение, внешность, вот все было при нем. Ну вот, так рано жизнь закончилась. Вот тоже я подумал, да, да ты в какой-то момент становишься суперзвездой, да, представьте. Тебя все знают, все хотят с тобой выпить, и не только. Много искушений, особенно в Москве. Угу.
Все с тобой хотят дружить. Ой, ты наш такой, приглашает на свои дни рождения. Ну, короче, лучше тебя человека на свете нет, понимаешь? Ага. Известность проходит, потому что время такое, да, например, в его случае, да? То есть его знают, но уже не такой бум, как раньше было. И как он говорил, по-моему, да, в каком-то интервью, что и друзья перестают звонить, и уже, как говорится, денег маловато. И тот уровень жизни, которого они могут поддерживать. Это, конечно, дело страшное. Это не зря же говорят, надо пройти огонь, воду и медные трубы. То есть огонь и воду это понятно, а медные трубы это популярность, да? А потом жизнь после популярности. Это тоже, знаете, нелегко. Он, по-моему, жил уже в Алмате. Потом перебрался в Москву. Он с этим тусил. Как его зовут же? Такой скандальный журналист. Отар Кушанашвили. Ага. Он так быстро разговаривает. Ну, конечно, он такой чувак умный, этот Отар. Он живой же? Живой, да. Ага. Ну, пусть живет долго и счастливо. Угу. Он что-то даже начал говорить одно время про Пугачеву, что она такая, что она стекая. Какие-то, кажется, чуваки его высадили и избили. Типа, привет тебе от Пугачевой. Ага. От котлетки огонь. Значит, прошлое видео у меня было в кафе. Кафе реально очень хорошее. Кому-то я ответил, кому-то нет. Многие спрашивали про цену. Значит, цена была примерно у меня вышла на 12 тысяч тенге. Что хочу сказать, но это не на одного человека, да, как я вот обжора в 3 горла ем, это не так. То есть вы же придете адекватные люди с компанией, я там псих-одиночка, значит, один пришел, ага, добрый вечер. Мысли потерял. Ну, 12 тысяч, короче, обошлось. Ну, там порции хорошие, огромные, то есть порции огромные. Но мне вот, знаете, нравится, что в Семске открываются новые заведения. Что какой-то город потихонечку развивается, да, там кто-то наш город ругает, что он такой, что он сякой. Но я рад, когда открываются новые заведения и с удовольствием с ними сотрудничаю, потому что это, если заведение реально хорошее, то почему бы о нем не рассказать, понимаете? А что из такого? Ага. Тем более у меня канал такой, связанный с едой, да, что я ем. Почему, что здесь такого? Конечно, домашний, да есть домашний, как ни крути. Прям пюрешка с котлетой вот так залетает, знаете, прям. Пошла, родимая. У нас в Семске, короче, дубень такой, ветер. Там, если возьмешь зонтик, будешь Мэри Поппинс нервно курить в сторонке, понимаешь? Ветроган на 100 тысяч. Хотя по сравнению со станинским ветром это еще детский лепет. Ребят, понимаете, я просто в шоке. Мой, короче, один из роликов, Reels в Инстаграме, набрал почти 450 тысяч просмотров. Представляете, я просто в шоке. Я в шоке. Угу. Поэтому, если вы не подписаны на мой Инстаграм, я вас запарил уже, задолбал этими предложениями. Но если не подписаны, то уж подпишитесь, пожалуйста. У нас, когда же? В мае, по-моему. Вот в этом месяце должен был быть концерт в Семске Нурлана Сабурова. Что-то отменили. Что случилось?
Наверное, в связи с этими событиями, которые были в Америке на гастролях у него. Хотя вряд ли. Я, короче, положил эти котлеты и думал, что мне много будет. Блядь, только что руку обжег, ё-моё. Нормально, немного, оказывается. Как эта песня называется еще? Группа Непара, помните? Такая коротышка была, такая высокая девушка. Как вам песня? Но причина другая, семья. Знаешь, пролетают не мимо. Вот эта вот песня хорошая. Я, короче, где-то недельки вру. Пару месяцев назад посмотрел интервью этой девушки высокой. Но как мне показалось, вот этот ее напарник такой невысокого роста, он такой токсичный, он такой, знаете, токсик такой, знаете. Я от многих журналистов, когда вот эту комментарий читал, что он такой, знаете, вот любил ее прилюдно унижать. То есть есть такая категория людей, и девушки, и парни, которые какой-то у них сарказм нездоровый, какое-то чувство юмора атрофированное, я уж не знаю, что это. Они любят, знаете, унижать публично. То есть не один на один. Когда один на один, они такие добренькие, такие пушистенькие. А прилюдно они прям, знаете, любят, как говорится, типа сарказм показать. Ну, сарказм сарказму рознь, понимаешь? Поэтому, как говорится, это не то. Угу. А потом оказывается, что она говорит, что он типа ей признавался, как бы, ну, не то что в любви, там, симпатии. А она, походу, его, короче, отшила. Ага. А есть такие мужики, у меня таких друзей нету, хорошо, у меня таких друзей нету, которые мстят девушкам, которые им отказали. Я такого вообще не понимаю. Ну, отказала тебе девушка, отказала, что вот, если сейчас я всем буду мстить, кто мне отказал, мне что, жизни не хватит? Не будем углубляться. Сколько раз мне отказывали, зачем вам эти мои мемуары? Мемуары гейши. Вот. Вот эти вот песни, я понимаю, да, были? Группа Непара. Вот мне казахские группы, этот Музарт, я люблю эту группу. Мы один раз с мамой в Астане, когда были, ну, это было пару лет назад, ходили на их концерт. Это казахская группа, 3 мужика поют. Обалденно. Концерт, все-таки, знаете, концерт это все-таки концерт. Вот то, что ты послушаешь там в Ютубе и на плеере, это одно. А вот концерт с этими шуточками, прибауточками, ну, соответственно, если артист с юмором, да, какие-то истории из жизни, они все равно там на сцене как-то откровенничают, да, рассказывают. Прикольно, прикольно. Я бы хотел на какой-нибудь концерт сходить. Вот юмор Сабурова, он мне как бы с одной стороны импонирует, с другой стороны, я понимаю, почему его люди любят, да, потому что он такой юмор в моде, да, вот юмор из серии там Щербакова, вот это Сабурова, кого там еще, вот это вот Макарова, да, вот такой как бы, он не обидный, но он такой, знаете, колкий юмор, да, назовем это так, он в моде сейчас. В детстве, например, я смотрел этого Галкина, например, да, то есть такой пародист, он прикольный. Вообще Галкин молодец, не знаю. Как человек, он такой совестливый, как артист. Я его всегда уважал, а зауважал я его очень сильно после, знаете, чего? Короче, в России какая-то страна, говорю. Короче, в России не Татарстан, нет, не Бурятия. В общем, такое вот это малые народы, да, в составе России, которые у них, короче, хотели снести гору, чтобы добывать соду. А эта гора священная, короче, ну как вот
там у казахов что-то священная земля бывает, да, у каждого народа есть свои, там, скажем, традиции, свои священные места, это нормально. Вот. И у этого народа, я уже не знаю какого, извините, была тоже 2 священные горы. Одну гору уже в советское время, по-моему, пустили для добычи соды. Вот это вот есть же белая оранжевая коробка. Это, кажется, там добывается. Вот. И вот эту гору тоже хотели. Ну, там, конечно, люди вступились, там приезжал ОМОН, их люди по башке прям этими дубинками было. Ну, конечно, страшное зрелище. И вот Галкин был одним из людей, по-моему, единственный артист, который вступился за вот эту гору. У него дофига миллионов подписчиков. И как-то все это после затихло, и гору не стали трогать. Вот я всемски говорю, да, стоят деревья. Они не гнилые, они здоровые, нормальные деревья растут, да. Нет, их надо срубить, заасфальтировать и какой-то киоск поставить. Че, к чему собачка сдохла? Ребят, наелся, на 17 минут наговорил, а я сегодня разговорчивый. Под прошлым видео, или под позапрошлым, несколько человек спрашивали: Мадьяр, где ты так загорел? И я сразу вспомнил такой прикол. В общем, когда я работал в Oriflame, у нас были такие топ-лидеры, то есть лидеры выше нас, да, они такие успешные, зарабатывали бабки, у них там квартира не квартира, машина не машина, в общем, успешные. И мы к ним подходили с какими-то блокнотиками, с какими-то книжками, просили у них автограф. Ну, верили в это, да. И они писали: до встречи на лучших курортах мира. Я в комментариях пишу: я загорел на лучших улицах города Семей. Да. Ну что, ребят, вот такой вот мукбанг получился. Спасибо вам за внимание, за ваши лайки, за вашу поддержку, за ваши добрые слова. Увидимся на следующих видео. Пока-пока. Пока!